Маленький Ахмад прививку переносит как настоящий боец. Его не приходится задаривать сладостями и отвлекать, потому что малыш знает, это почти не больно. Молодец, Вот так, вы мужчина. Все? Алмаш малыш. Молодец, Все? На вакцинацию Ахмад пришел вместе с мамой и старшими сестрами. Хава Газиева старается прививать своих детей своевременно, потому что заботится об их здоровье и знает, насколько это важно. Привела своих детей сегодня на второй тур. Мы уже первый прошли. Дети очень хорошо перенесли вакцинацию. Я уже 4 сделала. Но все хорошо. Мы все привиты. Поэтому нашим детям будет только в пользу. Защита своих детей – это очень важно. Достаточно 6 доз для того, чтобы сформировался пожизненный иммунитет к полиомиелиту. В России прививки детям начинают делать уже с 3 месяцев. Красавица, да? Да. Все. Чаще всего полиовирусом заражаются дети до 6 лет. Инфекция проникает в организм через пищеварительный тракт. Вирус способен сохраняться там до 4 месяцев. Болезнь неизлечима, но ее можно предотвратить при помощи вакцины. С апреля в регионе стартовал второй тур вакцинации от полиомиелита. Второй тур вакцинации против полиомиелита начался 3 апреля, он продлится до 9 апреля. Подлежащий контингент проведения почищающей иммунизации 14 680 детей. За первый день мы уже 12% выполнили план. Проводится инактивированной вакцина и живой оральной вакциной. Полиомиелит передается от человека к человеку. В большинстве случаев он проходит бессимптомно. Боль в горле, высокая температура, быстрая утомляемость. Примерно у каждого 4-го пациента вирус вызывает проявления, похожие на грипп. Симптомы длятся около недели. У меньшей части инфицированных поражается головной и спинной мозг. Это острое инфекционное заболевание, которое вызывается полиовирусом, поражает двигательные клетки спинного мозга. Он способен вызвать инвалидность. Лечения данного заболевания нет. Может передаваться заболевание воздушно-капельным путем, фекально-оральным путем, передается. Уникальная возможность избавить мир от полиомиелита в руках каждого, благодаря коллективному иммунитету. Главное оружие в этой борьбе по-прежнему вакцинация. Тамара Хашагульгова, Джамалиил Султыгов, Новости 24.